Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара и я его ведущая Нала Кови. Сегодня в программе. Победители и призеры игр БРИКС получили подарки из рук президента. Золотому призеру игр Герману Арджене Асламжане лично вручил орден Ахтапша третьей степени. Выпускникам республики, окончившим школу с отличием, торжественно вручили золотые и серебряные медали. В средней школе Силачгарда совсем скоро появится новая спортивная площадка и воркаут-зона. Абхазские спортсмены, принимавшие участие в спортивных играх БРИКС, принесли честь и славу нашей богатой талантами республики. День 22 июня 2024 года навсегда вошел в историю. День, когда на международной арене впервые прозвучал государственный гимн Абхазии. Победители и призеры игр БРИКС получили подарки из рук президента, а золотому призеру игр Герману Арджене Асламжане лично вручил орден Ахтапша третьей степени. В церемонии приняли участие руководитель администрации президента Бессалом Кварча, спикер парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, члены правительства, депутаты, тренеры спортсменов. Репортаж Рады Чачава. Ежедневные тренировки и упорство, стремление к победе и любовь к спорту объединяет молодых людей, собравшихся в зале заседаний Кабинета министров. А еще их объединяет историческое событие – участие в мультиспортивных международных играх БРИКС. И не просто участие, а достойный результат. Открывая торжественное собрание, Асламжане отметил, что сборная республики ярко проявила себя на соревнованиях в Казани. Впервые за многие годы спортсмены Республики Абхазия получили возможность выступать под своим флагом на международных соревнованиях столь высокого уровня. Это стало возможным благодаря совместным усилиям руководства Абхазии и Российской Федерации. Команда Абхазии выступила в Казани достойно, ярко, проявив лучшие из присущих нашему народу качеств – упорство, храбрость, стремление к победе. Президент подчеркнул, что благодаря проявленному спортсменами упорству и стремлению к победе сборная Абхазии, впервые принимая участие в спортивном мероприятии такого масштаба, заняла 13-е место в общем зачете и увезла на родину 7 медалей, среди которых и золото, и серебро, и бронза. Вся Абхазия следила за выступлениями. Мы болели за вас на каждом этапе соревнований, гордимся вашими достижениями. Убежден, что к следующим играм БРИКС наша сборная будет подготовлена еще лучше и продемонстрирует не менее впечатляющие результаты. Желаю вам дальнейших успехов, новых побед, постоянного совершенствования. Пусть каждый из вас идет вперед с уверенностью в себе и готовностью к новым вызовам. Благодарю вас за преданное служение нашей Родине. Поздравил спортсменов и посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Он подчеркнул, что участие республики в играх БРИКС имело важное политическое значение. Характерно, что все медали получены за выступления в дисциплинах, связанных с единоборствами. Это бокс, борьба, самбо, дзюдо. Лишний раз подчеркивает силу духа и несгибаемый характер абхазского народа. Отрадно, что среди медалистов есть и девушка. Помимо блистательного, чисто спортивного результата, участие абхазской сборной в играх БРИКС имело и важное политическое значение. То, что уже отмечал Аслан Георгиевич. Национальная команда Абхазии, государство, ранее несправедливо лишенного права выступать в международных спортивных турнирах под собственным флагом, приняла участие в масштабном представительном спортивном празднике в этот раз. Успехи в республике в спорте свидетельствуют о той масштабной работе, которую проводят абхазские власти. С поздравительной речью к спортсменам также обратился председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Тараш Хагба. Он отметил, что благодаря яркому выступлению абхазских спортсменов в Казани о спортивном потенциале республики узнали во всем мире. Вы
достойно, с гордо поднятой головой представили нашу страну на международной арене под названием «Игры БРИКС». Вы сделали все, о чем мы мечтали. Завоевали золотую, серебряную и 5 бронзовых медалей. На играх стран БРИКС, где принимали участие 90 стран, прозвучал гимн Республики Абхазия. В этом заслуга руководства нашей страны, старшего поколения, всех тех, кто изо дня в день работал в этом направлении. Указом президента золотой призер игр БРИКС Герман Арджения был награжден орденом Ахтзапша 3-й степени. Всех призеров игр БРИКС и их тренеров наградили денежными премиями. Рада Чачава, Заур Кварче, Абхазское телевидение. Тренерам призеров игр БРИКС присвоены почетные звания «Заслуженный тренер Республики Абхазия». Звания удостоены Илизбар Джилогу, Агигам Гукасян, Алихан Арабханов, Виктор Хаджаев, Марат Абитов, Дауд Лазба. За подготовку спортсменов к играм звания также присвоены тренерам национальной сборной Аслану Ахба и Надару Казаеву. За многолетнюю безупречную судебную деятельность в Абхазии и на международном уровне звание «Почетный спортивный судья Республики Абхазия» удостоен Валериан Орлан. Еще одна праздничная церемония прошла в Сухуме. Выпускникам республики, окончившим школу с отличием, торжественно вручили золотые и серебряные медали. Поздравить медалистов, их родителей и учителей пришел президент Аслан Джания. Входить во взрослую жизнь уже с золотом или серебром в кармане почетно, но получить такую награду может не каждый. За плечами этих ребят ежедневная работа над собой, саморазвитие и, конечно же, отличные оценки. Сегодня они пожинают плоды своего труда. В этом году по республике на золотую медаль школу окончили 8 выпускников, на серебряную – 4 человека. С огромной любовью и поддержкой на своих подопечных смотрят учителя, а родителей переполняет особое чувство гордости. Поздравить выпускников пришел президент Аслан Джания. Кроме того, от главы государства медалистам были вручены денежные подарки. Дорогие наши выпускники, поздравляю вас с окончанием школы. Сегодня вы закрываете одну главу своей жизни и начинаете новую. Перед вами сейчас открыты тысячи дверей. Большинство из вас наверняка уже определились в выборе будущей профессии. Искренне желаю, чтобы этот первый самостоятельный шаг во взрослую жизнь стал определяющим в вашей судьбе. Республика возлагает на вас большие надежды. Ваши знания, таланты и способности могут стать основой развития нашего государства. Особенно хочется отметить наших медалистов. В этом году их 12. Вы наша гордость и надежда. Своей целеустремленностью, усердием и тягой к знаниям вы подаете пример подрастающему поколению. Нет сомнения в том, что каждый из вас продолжит этот славный путь уже за пределами школы и достигнет поставленных целей. Вы являетесь гордостью не только для своих родителей и учителей, но и для всей страны. Ваши педагоги вложили в вас свои знания, время и душу, а родители поддерживали на каждом шагу. Их вклад бесценен, и сегодняшние успехи – это результат их общего труда. Усердно трудитесь и верьте в свои силы. Ваши знания и усилия обязательно найдут применение в нашей республике, где каждый из вас сможет внести неоценимый вклад в ее процветание и развитие. Желаю вам счастья, благополучия и крепкого здоровья. В добрый путь. По инициативе Министерства просвещения золотые и серебряные медали также вручили выпускникам 1991-2002 годов, которые по разным причинам не получили их вовремя. Торжественная церемония награждения завершилась большой концертной программой. Гугуца Вардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.
Глава Минюста Абхазии Андрей Барциц выступил на открытом совещании министров юстиции на Международном юридическом форуме, который проходит в эти дни в Петербурге. Мероприятие состоялось в формате открытого совещания, где министры обстоятельно обсудили вопросы совершенствования и систематизации законодательства, повышения доступности правосудия, развития механизмов разрешения споров и другие вопросы. В своем выступлении Андрей Барциц рассказал о фундаментальных правах, заложенных в Конституции Абхазии, и отметил важность межведомственного сотрудничества с Россией. Основатели современного абхазского государства, принимая Конституцию в очень сложных послевоенных условиях, подготовили основной документ, который не потерял своей сущностной актуальности и фактически по сегодняшний день. Народу Абхазии повезло, что в тот период исторический момент во главе национального освободительного движения стояли очень опытные, прагматичные люди во главе с национальным лидером Владиславом Ардзанбом. Исполнение решения от имени государства как итог реализации справедливого правосудия, возможно, и есть ключевая миссия органов принудительного исполнения Минюста, о чем, собственно, вы спрашивали. В этом ключе наше межведомственное взаимодействие активно развивается. Буквально вчера на полях форума был подписан план-график и меморандум сотрудничества между Минюстом Абхазии и службой судебных приставов России. Активно проводятся консультации, взаимные консультации, обмен опытом и правовой информацией. Убежден в том, что динамично развивающееся сотрудничество между Минюстом Абхазии и Минюстом России отвечает нашим братским международным отношениям и приведет к взаимному обогащению и укреплению национальных институтов развития. В рамках Санкт-Петербургского юридического форума министры юстиции Абхазии и России Андрей Барциц и Константин Чученко подписали программу сотрудничества на 2024-2025 годы. Программа подписана в целях дальнейшей реализации соглашения о сотрудничестве между Министерствами юстиции двух стран. В работе 12-го Петербургского международного юридического форума также принимает участие председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия и судья Конституционного суда Алиса Бигуа. В рамках форума прошла конференция, посвященная защите прав и конституционному контролю, где Диана Пилия выступила с докладом «Институт конституционного контроля. Ключевой фактор развития государственности в Республике Абхазия». Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении лейтенанта милиции Манчи Кяхьба, сообщает сайт Генпрокуратуры Абхазии. 3 февраля этого года, находясь на рабочем месте, используя служебное положение и действуя вопреки интересам службы, Кяхьба совершил в отношении задержанного Астамура Сабекия действия, явно выходящие за пределы предоставленных ему полномочий. Применил физическую силу, а именно нанес задержанному не менее 11 ударов кулаками по рукам и плечам, тем самым причинив ущерб престижу МВД и дискредитировав авторитет сотрудников органов внутренних дел. Выявлена очередная сеть поставки наркотического средства в Республику Абхазия. Подробности в оперативной съемке МВД. Выявлена очередная сеть поставки наркотического средства в Республику Абхазия. Сотрудниками милиции изъята оптовая партия наркотиков, предназначенная для дальнейшего распространения путем так называемых тайных закладок. Основной акцент работы данных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков делают на крупных поставщиков наркотиков, а также основных реализаторов. И в связи с этим буквально на днях была проведена оперативная разработка, очень серьезная, которая проводилась на протяжении долгого времени, и удалось вскрыть преступную группу, в которой было изъято порядка 8 с лишним килограмм сильнодействующего наркотического препарата мефедрон. На этот раз задержан с поличным непосредственно организатор канала. Более 1500 свертков с убийственным зельем предназначались для последующего распространения на территории Абхазии путем так называемых тайных закладок. Как прокомментировал начальник УКОН МВД Стамур Пачали, в ходе мониторинга оперативной ситуации в части возможного незаконного оборота нарковеществ в управление не раз поступала информация об участившихся случаях присутствия подозрительных людей в сельской местности районов Абхазии. В селе Ац, Кындых, Верхняя и Нижняя Шера, Каман
постоянно неустановленные лица занимаются распространением наркотических веществ путем так называемых тайных закладок. Кроме того, с этих же сел постоянно поступали жалобы от местных жителей о том, что к ним постоянно приезжают наркозависимые лица и тем самым беспокоят и пугают местное население. В связи с чем было принято решение направить все силы и любой ценой пресечь данную преступную деятельность. В результате разработанных и реализованных оперативно-технических и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УКОН МВД совместно с оперативной группой отдела внутренних дел по Гудаутскому району произвели задержание организатора выявленного наркоканала. В ходе обработки и анализа оперативных данных было установлено, что данный наркоканал работает на территории Республики Абхазия под псевдонимом Дэн или Коко. Для конспирации кладмены работали строго в военной форме с полной соответствующей амуницией, прикрываясь образом военнослужащих. Были случаи, где они сталкивались с охотниками и рыбаками, однако те, в свою очередь, старались с ними не контактировать, остерегались людей в форме. В селе Шера, недалеко от реки Гумиста, был задержан гражданин Российской Федерации Усов Денис Сергеевич с крупной партией синтетического наркотика мефедрон. Вес данного вещества составлял более 8 килограмм, а если быть точнее, это 8 килограмм 785 грамм. При личном досмотре у задержанного было изъято 60 свертков с наркотическим веществом общим весом, как установлено в экспертно-криминалистическом центре МВД, более 302 граммов, которые он распространял конечным пользователям. С какой целью вы его храните? Оно с целью распасовано и хранилось для того, чтобы я мог это спрятать. Где спрятать, в каком месте конкретно? Спрятать в земле. В земле? Закопать в землю в лесополосе. В дальнейшем для реализации. Сбытия, то есть конкретно. При исследовании местности в лесополосе села Нижняя Шера Сухумского района обнаружено 4 подготовленные к оптовой продаже закладки, в каждой из которых содержались герметично упакованные пакеты с заизолированными свертками внутри. Масса изъятого наркотического средства составила порядка 5 килограмм 142 грамм. Из арендованного автомобиля, на котором гражданин Усов передвигался по Абхазии, сотрудники УКОН изъяли 11 упакованных пакетов с аналогичными свертками внутри. Масса наркотического средства мефедрон, расфасованная в 861 сверток, составила 3 килограмма 341 грамм. Вы сами занимались расфасовкой? Да. При вскрытии обнаружено вещество светлого цвета. Вы уже, получается, данное вещество привезли, хотели все реализовать уже на самого себя? Ожидаемая прибыль при распространении данного наркотического вещества? Порядка 50 миллионов. В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что гражданин Усов, находясь в городе Санкт-Петербург, создал преступную группу с целью совершения незаконного ввоза и сбыта наркотических средств в особо крупном размере на территории Республики Абхазия. Сегодня преступный наркобизнес не имеет границ, но сотрудничество органов внутренних дел дает серьезные результаты в пресечении наркотрафика. Мы сегодня наладили хороший контакт с нашими российскими коллегами, что нам, в принципе, позволяет выявлять организаторов данных преступных действий. И, соответственно, буквально недавно также на территории Абхазии была задержана группа. Далее мы отрабатывали с нашими коллегами из Сочи основного организатора, где на территории города Сочи были изъяты наркотические препараты, также задержаны организаторы одного из каналов. Если в совокупности взять, на сегодняшний день нами закрыто 3 канала уже в рамках этого года. Мы можем смотреть, потому что мы знаем, что задержаны сами организаторы. Непосредственно в деяниях задержанного жителя Санкт-Петербурга следствие усмотрело признаки состава преступлений, предусмотренных пунктами А и Б части 3 статьи 224 прим. 1 и пунктами А и В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, квалифицирующими признаками которых являются незаконный ввоз наркотических средств в Республику Абхазия, а также приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта равно сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой в особо
особо крупном размере. Если в целом взять по работе последних лет, ну, вот прошлый, позапрошлый год есть существенные изменения в объемах изъятых наркотических препаратов. Это связано, в принципе, с тем, что сегодня все силы и средства наших подразделений направлены на выявление и пресечение деятельности наркоторговцев, которые осуществляют торговлю на территории Республики Абхазия путем так называемых закладок. И то, что сейчас было сделано нашими сотрудниками, тот результат, который они показали, я считаю, что он является предельно существенным и очень важным. Наверное, для каждого будет понятно, какую трагедию могло бы принести в многие семьи такое количество наркотического препарата. Для Абхазии это очень большое количество. В Абхазии предусмотрены серьезные сроки лишения свободы для распространителей наркотических средств, вплоть до пожизненного заключения. Расследование уголовного дела проводит Следственное управление МВД Абхазии. Гражданин Усов содержится под стражей. В Агу проходит 7-я международная научная конференция под названием «Этнос и культура в эпоху глобализации. Пространство и история». Организаторы – Кубанский технологический и Абхазский государственные университеты, Центр социокультурных исследований, Высшая школа экономики, Российско-армянский университет при поддержке журнала «Вопросы философии». Наша конференция имеет междисциплинарный характер, то есть она собирает специалистов в области истории, философии, филологии, социальной психологии, культурологии. И нашей целью является обсуждение не только научных, но и социально-политических вопросов, которые касаются того, как изменяется человеческое сознание в эпоху глобализации, как изменяются политические и социальные отношения, что происходит с человеком в этот период, что происходит с большими общностями, с нацией, с государством, с профессиональными, социальными группами. И какие проблемы возникают в этом процессе, и как мы, как специалисты в области психологии, философии, культурологии, можем помочь людям эти проблемы решить. В средней школе села Чгярда совсем скоро появится новая спортивная площадка, где дети смогут заниматься баскетболом, футболом, теннисом и волейболом. Здесь появится и воркаут-зона с тренажерами, турниками и другим спортивным оборудованием. Гугуца Вардания расскажет подробности. В средней школе села Чгярда обучается 80 детей, среди которых много талантливых. Часто школьники занимают первые места в спортивных соревнованиях. Но на протяжении долгих лет в образовательном учреждении не было спортзала. Учащиеся занимались физкультурой во дворе. Сегодня по инициативе и при поддержке президента Аслана Абжания здесь строится большая спортплощадка, где дети смогут заниматься футболом, теннисом, волейболом, баскетболом. Глава администрации села Чгярда, выпускник школы Адам Урамихиба, делится, что здесь всегда учились способные дети, и теперь у них появится возможность работать над собой и проявлять себя еще больше. По себе, как говорится, знаю, мы после войны первый класс, наш класс был в 93-м году. И насчет спортплощадки, всегда здесь были талантливые дети и до нас, и намного раньше нас, как говорится, и после нас. Но заниматься где вот так во дворе, была площадка, вот поле есть, но такого, как сейчас делается, такого условия ни у нас не было, ни у старшего поколения. Сейчас вот у детей есть прекрасная возможность, строится прекрасная площадка, 3 вида спорта в одном, и баскетбол, и волейбол, и большой теннис, и зона воркаута будет, чтобы и здоровье тоже поддерживать. Дети действительно талантливые, только вот в этом году по спартакиаде стрельба из лука наши ребята выиграли районную, представляли район. В Республиканской олимпиаде там тоже заняли 1-е место. После этого еще вот другие виды спорта будут поддерживать, будут дальше заниматься и улучшать свои результаты. И вот за такую вот прекрасную площадку мы благодарим президента Аслана Георгиевича Абжания. Это его личная инициатива. Он вот здесь обещал, что здесь будет спортплощадка высокого уровня, высшего уровня, можно сказать, чтобы дети занимались. Здесь и не только дети, вечером освещение будет, и мы тоже чуть-чуть вспомним, как говорится, молодость. Будем здесь играть, и взрослые, и дети.
Кроме того, здесь также будет и воркаут-площадка. Простыми словами, это пространство для уличных занятий спортом с тренажерами, турниками и прочим спортивным оборудованием. Сюда смогут приходить не только школьники, но и местные жители. Все те, кто любит заниматься спортом. Тренажеры сейчас должны, вот мы уже их проплатили, они должны скоро быть здесь на объекте. Вот. На данном этапе мы уже провели работы по выемке грунта, засыпке щебня, трамбовки. Вот. Фундамент залили саму площадку сверху, установили все столбы, ограждения. Вот. Сейчас ожидаем материала и вот планируем где-то к концу июля завершить все работы. С 61-го года я учился в школе. С 61-го года все... нету. То есть спортзала здесь не было никогда? Никогда не было. Строительство началось дней 15 тому назад. И таким темпом и быстро работает. Мы очень довольны. Мы всегда рядом с ними находимся. И надеемся, что все будет нормально. Кроме того, здесь идет строительство нового забора. Ограждение всей школы займет 176 метров и будет состоять из 2 входных групп. Из республиканского бюджета выделена сумма 2 миллиона 139 тысяч рублей. Гугут Савардания, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. Генеральному директору Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклию Хиндба присвоено звание «Почетный гражданин города Сухум». Решение принято на заседании Сухумского городского собрания. Депутаты также утвердили на должность начальника управления внутренних дел по городу Сухум Астамура Хагуш. На заседании были рассмотрены и другие вопросы. Так, парк на территории нацбиблиотеки назовут парком абхазских писателей имени Дмитрия Гулия. А на фасадах домов, где жили тренеры по баскетболу Владимир Хашбу и Александр Седов, установят мемориальные доски. Все детали в материале Шазины Ханагуа. Очередное заседание Сухумского городского собрания началось с торжественной церемонии награждения почетными грамотами. За многолетний труд, профессионализм, добросовестное отношение к своим обязанностям 5 сотрудникам столичной администрации и в честь предстоящего Дня города вручили грамоты. Были отмечены секретарь приемной главы администрации Ольга Кич, техник-регистратор муниципального учреждения БТИ Лев Малия, начальник общего отдела Мирана Ашуба, главный специалист департамента ЖКХ Мимоза Габния, техник-инвентаризатор муниципального учреждения БТИ Ирина Шакая. Вторым вопросом депутаты рассмотрели письмо мэра столицы Беслана Эшба об утверждении в должности начальника управления внутренних дел по городу Сухум полковника милиции Астамура Хагуш. Астамур Хагуш с 2013 года работает в органах внутренних дел Абхазии. За образцовое исполнение служебных обязанностей награжден нагрудным знаком «Отличник милиции». Награжден медалью общественной организации Ассоциации ветеранов и сотрудников служб безопасности МВД России. Путем тайного голосования Астамур Хагуш был утвержден на должность начальника управления внутренних дел по городу Сухум. Было выдано 15 бюллетеней, из них 15 проголосовали. То есть одна бюллетень была испорчена, 1 человек воздержался, 13 проголосовали за. То есть начальника УВД города Сухум. Затем депутаты заслушали отчет о проделанной работе начальника УВД. За 6 месяцев этого года в Сухуме было совершено 76 преступлений. 70 из них раскрыто. Тяжких преступлений из общего числа 34. Из них раскрыто 29. С января по июнь было выявлено 6566 нарушений правил дорожного движения. 349 из них – вождение в нетрезвом состоянии. Водительских прав были лишены 270 человек. За отчетный период сотрудниками АУР УВД по городу Сухум доставлено 192 человека. Из них за употребление наркотических средств 63. Осуждено 36. На 15
и на 30 суток. 27 человек оштрафованы. Количество людей, в особенности, да, это продавцы магазинов, близ находящихся в таких критичных территориях, районах Маяка и Киласура, жалуются на большое количество закладок на их территориях. Я знаю, что огромная борьба вашими органами, вместе с службами государственной безопасности ведется в этом направлении. Но сейчас такая ситуация, когда мы ловим лишь конечных потребителей этого ужасного продукта. А вот какие меры еще вами будут предприняты в летний период для борьбы с самими закладчиками? Значит, ставим задачи. По данному направлению у нас 7 преступлений раскрыто, более 170 так называемых закладок изъяты. Люди привлечены к уголовной ответственности. Еще раз повторяю, что касается Киласура, Синопа, я первый раз слышу, что там вообще есть закладки. То есть ни оперативно не получили информацию, ни через 02. Просьба такая, да, с моей стороны, это наше общее дело, да, и вот, доводить информацию, а не так, как бы, да, вот там мы знаем, что происходит, как вы на это реагируете. Если довели и вдруг реакции нет, да, тогда, конечно, да, мы тоже будем включаться и будем просить. Депутаты проголосовали за создание парка абхазских писателей имени Дмитрия Йосифовича Гуля. Парк будет располагаться рядом с Национальной библиотекой имени Папаскер. Мы провели определенную работу. Прежде чем, значит, принять такое решение для себя, обратились к руководству Национальной библиотеки с инициативой. Они нас поддержали. Спасибо за это. И мы обратились в Министерство культуры тоже. И, значит, они тоже, значит, нас поддержали. И после этого мы включили этот вопрос в тот перечень предложений от писательского сообщества. В связи со столетием со дня зарождения баскетбола Абхазии на основании обращения президента общественной организации Абхазии Федерации баскетбола Эраста Агумава и письма главы администрации Сухума Беслана Эшба решением Сухумского городского собрания будет увековечена память заслуженных работников физической культуры и спорта Абхазии Александра Седова и Владимира Хашпа. Это, безусловно, два человека, которые воспитали большую плеяду баскетболистов. Один среди, значит, мужских команд, другой среди женских команд. Фактически Александр Михайлович является одним из основоположников баскетбола в нашей республике. На фасаде дома номер 28 по улице Акиртава, где жил заслуженный тренер Абхазии и ГССР, почетный мастер спорта Абхазии, кавалер ордена Ахтзапша 3-й степени Владимир Хашба, будет установлена мемориальная доска. На этой улице также мемориальная доска будет установлена на фасаде дома номер 9, где жил заслуженный тренер Абхазии и ГССР, почетный мастер спорта Абхазии, кавалер ордена Ахтзапша 3-й степени Александр Седов. Также депутаты Сухумского городского собрания приняли решение о присвоении генеральному директору Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандер Ираклию Хиндба звания «Почетный гражданин города Сухум». Далее заседание продолжилось без журналистов. Шазина Ханагуа, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Абхазский язык теперь доступен в Google-переводчике. Как сообщается на официальном сайте корпорации, компания Google добавила в переводчик 110 новых языков. До обновления, которое названо крупнейшим за всю историю, сервис поддерживал 133 языка. Теперь в переводчике есть кантонский диалект китайского, около четверти языков в Африке, абхазский, мэнский, чувашский, удмуртский, чукотский, осетинский, коми, якутский и множество других. В Сухуме прошла общегородская акция «Чистый город». Департамент ЖКХ выступил ответственным за организацию мероприятия, обеспечил всех участников мешками для сбора мусора, инвентарем, перчатками, транспортом для вывоза мусора. О том, как прошла акция, кто принял в ней участие, в материале пресс-службы столичной администрации. 28 июня в Сухуме прошла общегородская акция «Чистый город». Распоряжение об этом в начале июня подписал глава администрации Сухума Беслан Эшба. Лев Маля, сотрудник столичной администрации с 60-летним стажем, первым взялся за грабли, подавая пример молодым коллегам. Обязательно, мы так привыкли с малых лет. В советское время тоже мы занимались этим вопросом. Пример надо показывать молодым. Сейчас курортники, гости приедут, самим приятно ходить. Здесь мы же наш город, мы должны это
Здесь это наводит порядок. Лев Давидович одновременно принимал поздравления коллектива. Накануне на заседании Сухумского городского собрания за многолетний труд и профессионализм, за добросовестное исполнение обязанностей депутаты вручили ему почетную грамоту. Администрация Сухума обратилась к госучреждениям и жителям столицы принять участие в акции «Чистый город». И, по словам Беслана Эшба, многие откликнулись и вышли на уборку прилегающих территорий. Как известно, ежегодно мы проводим акцию «Чистый город». Это происходит как минимум 2 раза в год. Вот сейчас уже как бы начало сезона, и надо помочь нашим коммунальным службам привести в порядок наши территории, парки, скверы, проезжие части, вот, и так далее. Поэтому администрация практически в полном составе, не только аппарат, но и все подразделения культуры, образования и спорт, все коммунальные службы, аппарат администрации вышел на работу, чтобы помочь и свою долю, часть нести чистоту и порядок в городе. Ахаджи, яхаги харпштерти, харбзирцы, заханисы, чтобы собрать япцена хамуп, и субрвяна, акалаки, джахадара, уз звабхад наргила, нараусура даджув, дажвель, фичтравель, а уз звози еха, а бас хадшашана, губла, усура хаджув, да суира дахинхо, ацкера дахла пшлароба, гвамсамари, Казгиси и бадзом, хаирфнех, каужла геудзом, и агвамсам тапсар такого, бренага не горыжларов. В силу того, что «Чистый город» проходит в рабочий пятничный день, жители столицы со своими коллективами провели акцию. Сотрудники столичной администрации расчищали парк на набережной Диаскуров, набережной Махаджиров, набережной у Эльбруса и в других локациях. Почему посчитали нужным принять участие? Потому что это наш город, и у нас душа болит, когда сидит, а что-то грязно, считаем нужным помочь, и городу тоже. Мы сегодня коллективом вышли на Субботник, потому что это наш любимый город, который был в свое время признан самым чистым городом в советское время. И считаем нужным принять активное участие в уборке нашего города, тем более накануне Дня города. Город у нас чистый, красивый, но надо поддерживать чистоту. На акцию вышли сотрудники министерств и ведомств. Девушки, работающие в Министерстве по налогам и сборам, вычищали клумбы от сорняков перед своим зданием. А молодые люди обрезали сухие ветви растений и красили стволы деревьев. Сегодня всеобщий субботник. Естественно, мы принимаем в этом участие. Ежегодно мы принимаем при этом в этом участие. Мы здесь работаем и хотим, чтобы вокруг нас все было чисто, аккуратно и убрано. На уборку и покраску бордюров и прилегающей территории вышли сотрудники комплекса Кабинета министров. С ведром краски и кисточкой в руках вместо привычной ручки был замечен и вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба. 5 числа же у нас будет праздноваться День города, поэтому, наверное, каждый житель столицы должен прийти на субботник и сделать полезное от себя дело. Вот чем мы и наш коллектив сегодня занимается. Женский коллектив управления здравоохранения столицы, как и подобает хорошим хозяйкам, с позаранку вышел на уборку. И уже до обеда, когда сильно начинает печь солнце, выполнил весь объем работ. Так как весь город у нас сегодня находится в туристическом сезоне, без разговоров все с удовольствием вышли сегодня поработать и почистить свою территорию. И для отдыхающих, и для окружающих нашего населения это будет для всех приятно. Департамент жилищно-коммунального хозяйства выступил ответственным за организацию акции и обеспечил всех участников мешками для сбора мусора, инвентарем, перчатками, транспортом для вывоза мусора на полигон. Амрамичева, Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 29 и 30 июня на территории Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков. В воскресенье местами возможен дождь, гроза. Температура воздуха ночью 16-21, днем 22-27 градусов. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.